Данное мероприятие организовано правительством Республики Башкортостан под руководством заместителя премьер-министра правительства, руководителя аппарата правительства региона Илшата Тажидинова. На совещание были приглашены представители Государственного собрания Курултая Республики, Госкомитета по предпринимательству и туризму, Торгово-промышленной палаты, специализированных организаций по поддержке субъектов малого бизнеса, администрации муниципальных образований и предпринимательского сектора Юго-Востока региона. То, что предпринимательству уделяется такое внимание, не случайно. Еще в начале реализации среднесрочной программы было отмечено, что будущее Зауралья за малым и средним бизнесом. Так и для всей России предпринимательство – одно из приоритетных направлений, которое находится на особом контроле как у руководства страны, так и республики. Примером тому можно привести недавний закон, подписанный главой Башкортостана об установлении на территории республики налоговой ставки в размере 0% для налогоплательщиков, индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную и упрощенную систему налогообложения, создание единых институтов поддержки и многие другие меры. В 2011 году отдельно для нашего региона была принята подпрограмма развития малого предпринимательства. Сегодня она приносит свои плоды. За эти годы, с момента начала реализации, в частности, 8 раз был увеличен объем государственной и муниципальной поддержки малого бизнеса в Зауралье. 8 раз. Если по республике рост составил 4,5%, вот на слайде видите, то в Зауралье направлено 8 раз больше, чем в 2010 году. По объемам это около 30% всей государственной и муниципальной поддержки направлено на малый и средний бизнес в республике. Однако, как отметил Илшат Азаматович, остается большой нереализованный потенциал. По данным мониторинга Госкомстата, Зауралье отстает в развитии предпринимательства. К примеру, если в 2014 году в республике число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч населения составляло 318, то в нашем регионе эта цифра 307. В то же время есть районы и города, которые опережают. В качестве примера это можно привести Сибай. Здесь насчитывается 421 субъект на 10 тысяч населения. По словам главы администрации городского округа Халита Сулейманова, малый и средний бизнес играет важную роль в социально-экономическом развитии города. И поэтому со стороны муниципалитета создаются благоприятные условия для развития предпринимательства. Принята подпрограмма развития малого и среднего бизнеса, рассчитанная на 2014-2018 годы. Внесены изменения в правила землепользования и застройки. В соответствии с нормами федерального законодательства производится реализация преимущественного права на выкуп субъектами предпринимательства арендуемого ими имущества. В 2014 году было введено 16 объектов торговли общей площадью более 6 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций составил 134 миллиона рублей. Создано 340 новых рабочих мест. На первом квартале 2015 года введено 4 объекта торговли на 1500 квадратных метров. Инвестиции составляют 16 миллионов рублей. Одним из факторов, мешающих стабильному процветанию бизнеса в регионе, выступающие отметили пассивное участие в государственных муниципальных закупках. В рамках своего выступления председатель Государственного комитета по размещению государственных заказов Сергей Новиков представил итоги функционирования системы закупок в 2014 году, акцентировав внимание на результатах работы заказчиков юго-восточной зоны. Отдельно остановился на индикаторе представленности местного бизнеса на торгах субрегиона и озвучил парадоксальные случаи закупок у инорегиональных поставщиков. Он отметил, что если по ряду направлений закупок ситуация вполне объяснима, то абсолютно нелогично, когда продукты питания, канцтовары в учреждения районов поставляют предприниматели из иных субъектов России. Объем государственных закупок по Зауралью составляет 2,3 миллиарда рублей. При этом где-то половина этих закупок уходит либо в другие муниципальные районы республики, либо за пределы региона, и только половина остается и исполняется заказами местными поставщиками и производителями. Но эту ситуацию надо менять, нужно максимально использовать все имеющиеся ресурсы. Потенциал, тем более у Зауралья, здесь очень большой, здесь и хорошо развиты промышленность, и сельское хозяйство. Но нужно научиться работать, нужно научиться использовать федеральный закон 44 и двигаться в этом направлении активно. В этот день у предпринимателей 7 муниципальных районов и городских округов была возможность напрямую общаться с руководителями, задавать им те или иные вопросы, а выступающие, в свою очередь, предложили субъектам малого и среднего бизнеса наиболее оптимальные и выгодные условия для развития своей деятельности. Создается фонд инвестиционных инициатив, в рамках которого от 100 до 500 тысяч предпринимателям будет выдаваться беспроцентно на несколько лет, в случае, если эта идея считается инновационной и она важна для района. Потому что там два этапа. Сначала район должен признать эту идею интересной, а потом уже республика отберет эти проекты.
Значит, кроме этого, мы говорим о том, что в этом году немножко увеличена сумма, которая идет вообще на муниципальные программы. Надеемся, что и республиканская часть программы тоже будет с хорошим финансированием. И поэтому предприниматели, которые, допустим, не попадают в муниципальную программу, сегодня имеют возможность сдать документы в МФЦ, так называемый многофункциональный центр, не стремясь в Уфу. Здесь сдал документы в окошко, и здесь же ты получил решение. Мы предлагаем сегодня предпринимателям Зауралья поучаствовать в программе субконтрактации. Это огромное количество услуг, огромное количество потребляемой крупным нашим бизнесом различной продукции. Это деревянная тара, это средства оснащения, это индивидуальные средства защиты, спецодежда так называемая. Это может быть и продукты питания, и все, что только может делать малый бизнес. Для этого сейчас работает центр субконтрактации, находится он у торгово-промышленной палаты, и есть сайт, на котором можно заполнить анкету, отдать свои компетенции технологические нам, и мы в данный момент вручную будем сводить крупный бизнес с малым бизнесом. Мы еще предложили провести неделю предпринимательства за Урале, когда все предприниматели, кто захочет, будут участвовать в этом. Мы привезем сюда все институты поддержки предпринимательства, руководителей и государственных структур, и других общественных организаций. Проведем биржу субконтрактации, проведем здесь битву стартапов. Это цель брендировать продукты Зауралья. Информатизация общества идет очень трудно, доходит до сельских территорий. Сельскохозяйственный товаропроизводитель, он с утра до вечера на работе находится. И в интернет залезать, смотреть некогда. Поэтому вот такие мероприятия, которые сегодня мы проводим, это совещание с приглашением органов муниципальной власти, органов государственной власти, где государственная власть делится с той информацией, с новшествами, которые введены в последнее время, которые действуют, которые будут введены. Это очень большое значение имеет для существующего и потенциального бизнеса. В этот день успешные предприниматели региона получили из рук заместителя премьер-министра правительства, руководителя аппарата правительства Республики Башкортостан Илшата Тажидинова благодарственные письма. Они же, в свою очередь, выразили признательность за помощь и поддержку. На этой приятной ноте выездной семинар-совещание по вопросам развития предпринимательства в рамках среднесрочной комплексной программы экономического развития Зауралья завершился, а контроль за выполнением всех задач, прозвучавших на мероприятии, будет вестись на уровне руководства республики. Результатом станет, прежде всего, проведение форума, дальнейшая активизация работы по популяризации предпринимательской деятельности среди населения, прежде всего среди молодежи, своевременное информирование как потенциальных, так и действующих предпринимателей инструментами государственной и муниципальной поддержки, повышение, скажем, профессионального образования, прежде всего принятие мер по вовлечению студентов, выпускников, прежде всего средних специальных учебных заведений, бизнес, продолжение конкретных бизнес-решений, в частности, в области деревообработки, активизация муниципальных районов Зауралья, формирование реестра Центра субконтрактации Республики Башкортостан, ну и в целом ряд других поручений. По итогам будет подготовлен и подписан протокол поручения, решение которых, надеюсь, будет способствовать дальнейшему развитию малого бизнеса в Зауралье. Елена Афанасьева, Гульхамитова, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.